Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на февраль месяц 2020 года для тельцов. Посмотрим, что ждет в этом месяце тельцов на колоде Таро. Достанем 3 карты на каждую декаду по 10 дней период. И посмотрим, что ждет в отношениях любви и финансах из колоды Ленорман. Давайте сначала достанем 3 карты. Так, двойка пентаклей. Первые 10 дней для тельцов. Вторая карта. Карта 15-го старшего аркана Дьявол. И карта нулевого аркана Шут. Теперь цыганская. Теперь Ленорман. 2 карты на отношения. Три карты на работу, на финансы карту и совет. Начнем с первых 10 дней февраля, и тельцам очень будет комфортно себя чувствовать в это время. Двойка пентаклей – это карта равновесия. Когда мы, в принципе, ничего особенного не предпринимаем, мы чувствуем, как события развиваются в жизни и стараемся просто к ним приспособиться. Эта карта очень комфортная в общении, это карта денежная, но деньги, конечно, здесь небольшие, но они все-таки в достаточном количестве приходят, чтобы все наши нужды удовлетворить. Кроме того, эта карта, знаете, может быть каких-то очень выверенных действий, да, когда нам действительно нужно подумать, прежде чем что-то сделать. Самое главное вот в это время не суетиться, то есть иметь план, иметь намерение и двигаться к этому. В отношениях нужно быть очень аккуратными, осторожными, стараться не конфликтовать, стараться не выяснять отношения. В общем, просто 10 дней нужно как бы присматриваться к ситуации, к людям и двигаться с жизнью в одном потоке. Карта говорит о том, что могут приходить денежки из 2 источников. Допустим, если у вас один только был, то здесь может быть какая-то добавка, да, денежная, может быть какое-то новое направление может открыться в финансах, или может прийти какой-то новый клиент, либо ваши финансы может быть вливание еще из какого-то источника от какого-то человека, может быть, знакомого вам очень хорошо, потому что здесь у нас вот эти пентакли, они связаны между собой вот такой вот восьмерочкой, да. Карта вообще как бы называется картой пользы, да, то есть когда мы действительно можем быть кому-то полезными, и люди, окружающие нас, тоже могут нам оказать какую-то услугу, которая нам необходима. А теперь вторая декада, вторые 10 дней выпадает карта 15-го аркана Дьявол. В этой колоде она называется логика. То есть все, что связано с карьерой, все, что связано с деньгами, управлением людьми, властью, будет очень хорошо удаваться. Если вы будете направлять всю свою энергию именно в карьеру и в деньги, будет замечательно у вас складываться вот эта часть месяца. А если, конечно, вот эту энергию, сильную, мощную энергию власти направлять в отношения, то здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не попадать под влияние, чтобы не давить на кого, на своих близких. Здесь карта, может быть, излишних каких-то страстей, выяснения отношений, если, конечно же, мы эту энергию направляем в отношения. Лучше все-таки ее по назначению использовать, то есть для работы, для карьеры. И тогда здесь действительно могут быть очень высокие достижения. Что-то связанное, может быть, с законом, что-то может быть связано с большой прибылью, может быть, заключением каких-то важных договоров, которые принесут в дальнейшем хорошие деньги. Может быть, заключение таких договоров, которые, может быть, свяжут нас с партнерами надолго. Будет
партнерство это приносить очень хорошую прибыль. Также здесь, конечно, и с банковскими деньгами могут быть какие-то операции. И вот нужно быть осторожным в плане окружения. Нельзя попадать под власть каких-то манипуляторов, да. Все, что касается денег, все, что касается ответственности, имущества и так далее, вот здесь нужно быть осторожными. А теперь третья декада. Здесь выпадает карта нулевого аркана. Очень хорошая карта для тех, кто хочет что-то начать новое. Либо здесь вот окончание какого-то цикла, ну, после высоких каких-то достижений, естественно, да, что у нас есть возможность передохнуть, что-то переоценить, начать новый проект, подумать сначала о новом проекте, да, потом начать. Также карта еще говорит о том, что есть возможность взглянуть на ситуацию, на людей, на отношения с другой стороны. Карта, когда появляется больше свободы. Вот если здесь зависимость, то тут свобода, да, то есть были какие-то проблемы, связанные с зависимостью, вот они могут решиться в этом месяце, в конце этого месяца. Также карта говорит о том, что желательно бы начать реализовывать свои таланты и способности. Очень хорошее время для каких-то поездок, путешествий, когда мы новые впечатления какие-то набираем, свои таланты реализовываем. В общем, карта удовольствия, такой легкости, когда мы не чувствуем давления жизни, когда мы чувствуем себя как дети. Давайте теперь посмотрим, что ждет в отношениях Тельцов. Выпадает карта совы у нас и карта крысы. То есть для тех, кто в паре, выпадает карта совы, карта парная, карта мудрости, тем более, что тут семерка у нас как раз партнерская цифра. Нужно доверять друг другу, нужно доверять своей интуиции. Если нет понимания друг друга, нужно учиться друг друга понимать. Или советоваться с мудрыми людьми для того, чтобы научиться это делать, чтобы был комфорт в отношениях. И смотрите, здесь одна птица смотрит прямо, а другая смотрит в сторону. О чем это говорит? Нужно давать партнеру свободу для того, чтобы он выражал себя, для того, чтобы он изучал, может быть, что-то новое, реализовал свои возможности. Это может быть и, может быть, какие-то вопросы, которые касаются его лично. И это, конечно, важно, давать в отношениях друг другу вот такую свободу, да, не привязывать очень сильно человека. Понятно, что мы вот в одной связке, да, когда мы с партнером, но тем не менее должна быть какая-то доля свободы, чтобы мы индивидуально себя тоже могли выражать. Ну и обучение, конечно, тут было бы очень хорошо. Решение каких-то вопросов, может быть, то, что давно беспокоило, или какие-то тайны, которые вот не давали вам друг другу доверять. Нужно все-таки разговаривать, договариваться. Если не можете сами договориться, то нужно привлекать к этому специалистов, либо людей мудрых, да, брать у них совет для того, чтобы вот улучшать как-то отношения. И вообще у нас совы – это карты ночные. Ночь – это когда темно, ничего не видно и непонятно, что делать, куда идти. Вот эта карта говорит о том, что, скорее всего, вот период такой заканчивается в феврале. Вы сможете наконец-то решить какие-то застарелые проблемы в ваших отношениях. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта крысы. Это тоже семерка, то есть партнерская карта. Может попасться партнер, который больше у вас будет забирать, чем вам отдавать. Это может касаться и денег, и энергии, и внимания. В общем, нужно быть очень внимательным в знакомствах, в отношениях. Нужно быть мудрым, желательно даже, может быть, и пообщаться с кем-то, кого вы уважаете, для того, чтобы вот навести как бы ясность в этом вопросе. Ну и вообще нужно остерегаться, доверять, раскрывать себя слишком уж при первом знакомстве, да, нужно хорошенечко узнавать сначала человека и уже тогда решить, можно ему доверять или нельзя. Теперь работа. Для тех, кто имеет работу, стабильную работу, выпадает у нас карта букет.
И здесь у нас действительно все неплохо. Нет пока каких-то обновлений, но мы как бы делаем все привычное. Нас, в принципе, все устраивает. У нас, может быть, февраль – это работа со старыми партнерами, с какими-то уже бывшими клиентами, да, которые уже привычны для нас. Пока что нового здесь нет. И карта призывает, кстати, обновлять как-то атмосферу в деятельности. Может быть, учиться, может привлекать новых клиентов, может быть, что-то изменить как сказать, ну, в том, как мы сами себя преподаем, да, то есть как мы выглядим, что мы говорим, как мы действуем, то есть вот именно внешний образ, как мы проявляем себя в деятельности. Желательно здесь что-то поменять. Для кого-то, может быть, это внешность, для кого-то это одежда, поведение, в общем, все, что вы считаете важным. Можно спросить, в принципе, у тех людей, которые имеют вес в ваших глазах, да, что именно лучше вам изменить в себе для того, чтобы вот было больше возможностей для деятельности. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта Лиса. Ну и, конечно же, творческие способности, если у вас есть, то замечательно, вы можете найти прекрасную работу. Когда вы действительно все сможете, что в вас заложено, выражать, может быть, даже учиться чему-то новому, да, в общем, здесь действительно возможности для тех людей, которые вот в области искусства, в области творчества работают. Если это другие направления, то здесь нужно быть осторожным, здесь нужно, конечно, проверять то, что вы подписываете, да, не сразу доверять всем обещаниям, которые вам дают. И нужно быть самим тоже немного хитрее. То есть не нужно сразу, может быть, все о себе говорить. Может быть, лучше сначала узнать то, что вам предлагают, а потом уже думать, подходит вам это или нет. Не брать на себя слишком много, да, чтобы вот вами сразу начали пользоваться. В общем, здесь нужно такую хитрость мудрую проявлять. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта Кольцо, и она говорит о том, что вы можете, в принципе, заниматься теми же самыми делами, которые для вас привычны. Может быть, здесь, конечно, и ответственность какая-то для вас новая. Если вы не побоитесь ее взять, то это для вас будет новый цикл работы. Очень хорошие возможности. Может быть, не всегда будет легко даваться ваша деятельность, но зато все стабильно, и вы, в принципе, знаете, что делаете. Конечно, здесь может быть и прибыль хорошая, и, может быть, подарки какие-то могут быть. То есть сверху того, что вы зарабатываете, может быть, кто-то вам сделает еще какой-то приятный сюрприз. Теперь посмотрим финансы и совет. Здесь у нас выпадает якорь и медведь. Для финансов карта якорь. Нужно будет немножко придержать средства, не тратить слишком много. Скорее всего, здесь нужно откладывать средства на что-то важное в феврале. Потому что здесь не все время вот ясно, да, небо у нас тут в тучах, солнце чуть-чуть проглядывает. То есть карта говорит о том, что нужно позаботиться о том, чтобы была финансовая безопасность в те времена, которые для вас важны. Это может быть обучение, решение, видите, каких-то вопросов, которых вы еще не знаете, да, решение. То есть это как обучение можно расценивать. Может быть, просто какие-то времена мутные, да, когда, допустим, меньше финансов поступает, чем обычно. И вообще здесь может быть просто для какого-то важного дела. Для кого-то это недвижимость, для кого-то это транспорт, для кого-то это реализация, может быть, своих талантов, способностей. Это тоже требует денег, вот как обучение, допустим. Для кого-то это поездки или там переезд, допустим, да, на новое место жительства. Вот вы можете, допустим, заякориться где-то в каком-то новом месте, и для этого тоже нужны будут деньги. И также вот соседняя карта Медведь говорит о том, что у вас будут, в принципе, все возможности для этого, и вы должны вот в финансовом плане стать сильным, защищенным,
и благодаря финансам вы можете чувствовать себя комфортней, стабильней в жизни. А теперь совет. Совет для тельцов на февраль месяц. Карта «Медведь». Посмотрите, здесь вот у нас такие действительно карты очень подходящие. Нужно обязательно быть свободным. Нужно обязательно выполнять хорошо свои обязанности и брать на себя ответственность. Ни в коем случае не попадать под власть каких-то манипуляторов, ни в коем случае самим не давить на других людей, не пользоваться своей властью во вред другим людям. Вообще карта очень мощная, сильная. Вот совет: нужно быть вот таким сильным человеком. Здесь у нас десятка тоже на карте присутствует, карта судьбы, да, то есть все, что приходит в вашу жизнь, оно делает вас сильнее. Вот об этом нужно помнить в этом месяце. Друзья, желаю прекрасного вам месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!